Шалахай ирнің аңлы шырсушыларыбыз. Бүл сырырның алыңарды, bu алайда біз сығашыбыз иргі кибір. Алыптығының мақтырның, базы кепшоқтырның үстіктерін. Добрый вечер, дорогие зрители, почитатели истинно фольклорного музыкального искусства. Сегодня мы продолжаем начатую в 2018 году программу «Тулага», в которую вошли отрывки из былин и героического эпоса хакасского народа «Алып-Тыхнымах». Вашему вниманию представляем обновленную программу, в которую вошли как новые части эпоса, так и продолжения уже исполненных в прошлой программе. Алып-Тыхнымах, алайларпық, олпсын шының инпезік шаяшысыны. Алынды бұрынды, бұлғынны алының, бозының хайжылары бұлжым. Оларның бұлғыннылы, кепшоқтарны, база Алып-Тыхнымахнырны, боз ұңдайлысшым. Кеп шазығныңымақ, көктергілері шоқ. Хайзы тұпшыл қомысының, ұрлып, көгіліп, базапай шоқның. Біресі үз қылық күнгірі қомысының бір нымақ. Үдік олардың арасында үқ тартып, қайлып, ұзын көк салып шын хайжылар бұлғанар. Ше үнінді ұға бөзік балы жаңар, шатханың хай тартып ісшін нымақшыларны. Героический эпос – это вершина устного музыкального поэтического творчества. С давних времен исполнители героического эпоса очень высоко ценились в народе. В 50-е и 60-е годы прошлого века еще можно было встретить одного, а реже двух хайджи-нымахчи в каждой хакасской деревне. У каждого хайджи был свой стиль исполнения, свой музыкальный инструмент, который помогал ему в искусстве сказания. Встречались исполнители Алып-Тыхнымах на читхане, хомысе, ыхе, а некоторые без инструментов, речитативом или использованием горлового пения хай. Алып-Тыхнымахтарны көбісін қысқы тосында шаннар. Күнгі ирді үлгер байын үмізі, ол иргі кибірге айланып, аны көздіге сығарырға күстінір. Героический эпос в основном исполняли в зимнее время с вечера до утра. Были великие сказители, которые исполняли сказания от 3 до 7 ночей. История хакасского музыкального эпоса сохранила много талантливых имен хайджи-нымахчи. Саролах Кёрбе, Харам Атпай Балыхчин, Хайжил Кёрбе Петр Васильевич Курбежеков, Апанис Семенович Бурнаков, Семен Прокопьевич Кадышев, Камутай Бастаев и многие другие имена. Фольклорная группа ансамбля «Юльгер» предлагает много сил, чтобы возродить старинную традицию исполнения эпоса. Так же, как и в старину, они будут представлять народное искусство сольно на этой сцене. Алып-Тыхнымах исполняется разными стилями. Например, Ат-Тыхнымах верхом на коне, на тупшем хомысе, двухструнном кожаном безладовом лютневом инструменте с голосом и речитативом. На кюнер-хомысе, трехструнном безладовом инструменте с использованием горлового пения хай или без него, с пением, которое называется ыр-нымах. На ыхе, смычковом двухструнном инструменте с использованием горлового пения хай и речитатива, а также длинных протяжных песен. Особо ценились хайджи, исполняющие на четхане, деревянном ситаровом инструменте с 6, 7, 9 струнами и с использованием горлового пения хай и речитатива. Но, конечно же, самым древним стилем исполнения считался шазах-нымах, пешее исполнение, без струнно-смычковых инструментов речитативом, а иногда с использованием горлового пения хай. Особенно часто этот стиль встречался среди охотников. Сейчас мы вам представим этот стиль исполнения шазах-нымах. Уважаемые зрители, Алып-Тыхнымах – очень тонкое искусство, которое требует полной тишины и внимания. Просим вас выключить звуковые сигналы ваших телефонов и не шуметь во время исполнения. Амты буалайға хыршабыз мерген иргитті. Олпи аймандығы
салғын алды шықтан Макар Константинович Добровтың хан мергентен алып тұрмақтың үзігін ызыр. Макар Константинович олнымақты көбісін қайлып, шатханыңызшан, шепереді шазық нымақты шетіржан. На сцену приглашается Мерген Иргит. Он представит отрывок из сказания «Хан Мерген». Записано от Макара Константиновича Доброва, жителя села Шалгинов Бейского района. Он исполнит сказание на читхане с горловым пением «Хай». Иногда он исполнял, сказания на читхане с горловым пением «Хай», а иногда без инструмента. Истер кызы бар болса, ипти-тапти одырып, иснен тыңлап көріп алыңар. Желаю вам приятного просмотра.